Добрый день, меня зовут Алтын. Сегодня у нас в гостях Аймана Марьевна, которая является техническим директором Казахстанского совета по зеленому строительству КАЗ-GBC. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о зеленых технологиях. У меня есть несколько вопросов. Зеленое строительство, что это и какие используются технологии? По мировой статистике все здания мира потребляют около 40% всей первичной энергии и около 67% электрической энергии, 40% сырья и 15% запасов питьевой воды. При этом эти здания, то есть все наши здания, производят до 35% всех углекислых газов в мире и до 50% твердобытовых, твердых отходов. Вот эта статистика ужасная, она заставила инженеров и строителей, и архитекторов задумываться над совершенствованием строительства. И вот так возникла идея зеленого строительства. Зеленое строительство – это вид строительства, который при строительстве и при эксплуатации с минимальными воздействиями на окружающую среду. И основной целью зеленого строительства является, конечно же, ресурсы и энергосбережение, и снижение потребления материалов, ресурсов, энергии и так далее. Поэтому зеленое строительство назвали. Спасибо. Вот насчет энергосберегающих технологий в строительстве. Как их используют и почему на это нужно обращать внимание? Энергоэффективные технологии – это значит энергосберегающие технологии, иначе мы их называем зелеными технологиями. Их, конечно, очень много, и в секторе строительства их тоже много. Но основным, верным методом, верной технологией зеленого строительства является это энерго- и ресурсосбережение. То есть все методы, все технологии, которые способствуют энергосбережению. Вот это самое главное. Почему мы говорим об энергосбережении? Вот когда мы говорим об энергосбережении, мы представляем энергоэффективное зеленое здание. Да? То есть энергосбережению способствует тепловая защита зданий. Тепловая защита зданий – это способность сохранять тепло. Это в зимних условиях и не допускать поступления жары, например, в летнее время. То есть это такая способность ограждающих конструкций наших зданий. Вот эта способность мы называем тепловой защитой, и она обозначается классом энергоэффективности. То есть зданиям присваивается класс энергоэффективности при проектировании, при строительстве. Чем выше класс энергоэффективности, тем это здание, значит, потребляет меньше тепловой или электрической энергии. А еще вот вопрос про климат. Почему нас останавливает климат именно в Казахстане в зеленом строительстве? Я бы не сказала, что в слабом развитии зеленого строительства виноват климат. Да? Почему? Потому что климатические условия, конечно, разные. У нас в Казахстане, в северных, восточных регионах, в среднем, центральном Казахстане, да, зимние условия суровые. И, конечно, больше количество тепловой энергии требуется, чем, например, в южных регионах. Вот этот показатель у нас в строительстве обозначается градуса сутками отопительного периода. То есть в каждом регионе есть свой ГСОП. Мы называем его вкратце ГСОП. Градуса сутки отопительного периода, чем выше, тем, значит, зима суровее, тем потребуется большее количество тепловой энергии. Например, в условиях Астаны градуса сутки отопительного периода для жилых зданий составляет 5706 единиц, да? А для Алматы 3214. Вот разница, да, почти 2 раза. То есть там зима и короче, и теплее, а в Астане зима суровее, и там амплитуда колебаний температуры большая. Поэтому вот это градусы сутки, он нормируется, то есть это определяется для каждого региона, и в зависимости от градуса сутки отопительного периода нормируются все требования
который ставится к тепловой защите, к энергоэффективности зданий. Вот почему вы говорите, вот климат нас останавливает? Климат на самом деле не должен останавливать, потому что мы не единственная страна, где градуса сутки там выше 5000, да? Есть страны, где 7000 градусов в сутки, но они же все равно стараются построить энергоэффективные здания. Просто соответственно климатическим условиям необходимо усилить тепловую защиту здания. Например, если вы в Алмате зимой ходите в полупальто и нормально переживаете зиму, да, в Астане вы с этим пальто не проживете, да, на улицу не выйдете, потому что здесь нужен хороший утепленный пуховик. Да. Вот такая же физика работает и со зданиями, потому что если мы теряем тепловую энергию организма через кожу, наши здания теряют тепловую энергию через ограждающие конструкции. Ограждающие конструкции — это стены, это кровля, это окна, это двери, да? То есть все, что ограждает это здание. Поэтому сюда ставится требование. Например, я говорила, да, в Алмате у нас 3200, да, примерно, а в Астане 5700. Теперь смотрите, чтобы вот для каждого ГСОПа есть установленные требования вот этой тепловой защиты ограждающих конструкций. Ну, простыми словами, это толщина утеплителя. Вот в Астане это сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций обеспечивает примерно для стен, например, 15 сантиметров утеплителя минеральной ватой. А для Алматы достаточно 10 сантиметров. Вот это наш норматив, то есть использование вот таких технологий нам обеспечивает нормальный и повышенный класс энергоэффективности. А вот в той же самой Германии, например, да, это тоже климат ближе к Алмате, и там ГСОП тоже 3200, где-то 3400 составляет. И у них по нормам требуется как минимум 15 сантиметров толщины минерально-ватной плиты. То есть разницу поняли, да? Да. У них климат как в Алмате, но они утепляют свои дома, как будто живут в Астане. Но они этим не останавливаются. Они обычно используют при утеплении зданий 20-25 сантиметров утепления. То есть повышенное утепление зданий. Почему? Потому что вся Европа сейчас стремится построить здания к нулевому потреблению, с наименьшими потреблениями. А в наших домах, конечно, мы очень много потребляем тепловую энергию, потому что это доступно. Есть такой лозунг вот умных наших экспертов казахстанских, да, лучше потребить мало, но дорогую энергию, а мы потребляем много, но дешевую энергию. У нас считается, что тариф очень низкий и на электроэнергию, и на отопление. Если сравнить, смотрите, в Европе, в странах Европы, например, киловатт электроэнергии стоит примерно 30 центов. Это по-нашему где-то 150 тенге. А мы за электроэнергию до недавнего времени платили в Астане 13 тенге за киловатт. А сейчас вот с 1 июля тарифы повысились немножко, мы будем платить теперь 19 и 30 тенге. А тепловая энергия, например, в странах Европы порядка $100 за гигакалории энергии. А мы платим за тепловую энергию в Астане, вот до этого времени мы платили 2754 тенге за гигакалорий тепловой энергии. Но вот сейчас в официальных источниках пишут, что тариф на тепловую энергию тоже повысили на почти 100%. И мы теперь следующий отопительного сезона будем платить 4662 тенге. Но я думаю, вот это повышение тарифа, она не просто появилась, мы все ощутили, что прошлый отопительный сезон нехватку тепловой энергии в домах. Да? То есть раньше, если у нас в квартирах было 25-26 градусов, и это для нас комфортно было, то в этом году у нас было 24-23 градуса, хотя это в пределах нормы. Да? Норма для Астаны в зимнее время в комнатах 21 градусов.
Но мы при 21 градусов ощущаем дискомфорт, потому что мы привыкли при 26, при 30 градусах жить, да. У нас вот в понятиях домашней одежды нету свитера, да, нет у нас теплых брюков. Домашняя одежда в нашем понимании это футболка, это шорты. И зимой, и летом, да, поэтому Европе давно уже старается, у них же кризис энергетический наступил еще в 1973 году прошлого века, да, поэтому у них вот с того кризиса уже вот это формировалось поведенческое, да, потребление к энергосбережению, то есть рациональное потребление всех энергоресурсов. Поэтому здесь, я думаю, климат не должен останавливаться. Здесь, наверное, основной барьер это как раз нету понимания у населения, неосведомленность населения. Почему? Потому что энергоэффективность зданий, мы когда покупаем квартиры или дома, да, никто не обращает, какой класс энергоэффективности здания, потому что они даже не в курсе, что это такое, да, поэтому он не в приоритете. В приоритете при выборе жилья у нас что? У нас отделка фасадов, да, отделка подъездов, наличие там фейс-контроля, наличие, ну, немаловажных, конечно, систем безопасности, но основными показателями остаются это площадь кухни, высота этажа. Вот это вот основные показатели. Но наряду с ними люди должны обращать внимание и на класс энергоэффективности здания. Вот тогда будет, то есть мы же понимаем, что спрос рождает предложение, да? Когда у народа будет требование, у населения, что они будут выбирать здание по классу энергоэффективности, вот тогда и застройщик будет на это обращать внимание. Сейчас у нас как проектируется? Проектируется. У нас нормы есть, конечно, отличные нормы. По нашим нормам нельзя проектировать и строить здание с классом энергоэффективности ниже нормального. То есть нормальный класс это у нас С-класс. А застройщик может построить и с классом Б, с классом А, да, энергоэффективности, А2+. Вот как мы уже привыкли же в холодильниках, стиральных машинах видеть вот лейбл, да, зелености. Там есть классификация А2+, А+, там любой электроприбор, да. Вот также и здания должны маркироваться. Вот тогда у людей появится понятие выбрать нужное здание, потому что смотрите, класс энергоэффективности нормальный, который разрешен, да, нормативами, он потребляет, допустим, тепловую энергию, да, а класс энергоэффективности Б потребляет от 20 до 40% ниже, чем класс энергоэффективности С. А с классом А от 40 и выше процентов экономии будет, например, чем по сравнению с классом С. Вот это нужно донести до населения, вот тогда, наверное, появится и у нас и зеленые здания. А вот вообще какие перспективы, какие форматы сейчас есть в постройке зеленого строительства и вообще, чтобы... получается, Казахстан стремится к нулевому потреблению или хотя бы там какой-то сейчас у нас есть порог? Ну, для Казахстана нулевое потребление это громко сказано, потому что к этому наши еще технологии и наши поведенческое, да, настрои не позволяют, потому что это могут быть построены, такие здания построены, и у нас в Астане есть такие 3 здания есть, я знаю, да, это нулевой, не только нулевой, это называется еще плюсовые здания, которые еще и производят энергию. Такие здания есть, вот, например, мечеть есть, да, вот на новые построенные, да, мечеть, да, вот выше Сейфуллина, там, где вот шоссе, да, Кургалжинская, или как там продолжение, вот на Ишим. Вот этот мечеть, например, производит энергию и продают в сеть, да. Вот такие у нас еще вот инициаторами построенные коттеджи есть, которые, наоборот, производят электроэнергию.
технологию. Но Казахстан, нам надо стремиться, конечно, к зеленому строительству. Зеленое строительство, это вот я сказала, что это повышенная тепловая изоляция. Тепловая изоляция, это основные материалы, это, значит, минераловатные плиты, да, там разные пенополистиролы, но они все производятся в Казахстане, есть производство, только используется она там в рамках норматива, да, то есть если положено так 15 сантиметров, застройщик может туда закладывать 12 сантиметров и отчитаться, что 15 сантиметров. Хотя это, конечно, проверяется надзорными органами. И такие технологии, основные технологии направлены на энергоресурсосбережение. Например, в здании. В здании мы потребляем 3 вида энергоресурсов, да, например, в условиях Астаны. Это электроэнергия, это тепловая энергия, это вода. Тепловая энергия, например, она нам подается вот через наши отопительные приборы и трубы. Да. Их как бы особо инструментов регулирования у нас нет. Но сейчас уже новая технология, уже давно у нас внедряются, устанавливаются. Это автоматизированные тепловые пункты. В каждом здании эти тепловые пункты есть. В них что? У них установлены регулирующие клапана. Они регулируют отпуск теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. То есть чем холоднее на улице, тем эти клапаны открываются. Если на улице приемлемая температура, да, тогда они немножко в зависимости от температуры закрываются. Вот такая система регулировки у нас уже устанавливается, эксплуатируется в тепловой энергии. Также есть, например, технология, это называется термоклапаны на каждом отопительном приборе. Если у вас в комнате стало жарко, вы можете его регулировать, да, или отключить. Эти технологии доступны и сейчас повсеместно устанавливаются. Только люди бывают, что может из-за неосведомленности, да, они убирают эти термоклапаны. Их надо просто обслуживать, не убирать. С ними надо работать. Например, если в электроснабжении все просто. Если тебе в этом помещении не нужен свет, ты можешь выключить. И включать его только тогда, когда тебе нужен свет. Да? Помните, раньше нам говорили, уходя, гаси свет, да? В теплоснабжении вы так не можете говорить, да? Поэтому нужны вот эти инструменты. Они сейчас устанавливаются, они все есть. Есть такая технология рекуперация воздуха, вентиляционного воздуха. То есть всем экспертам известно, что тепловая энергия, я же говорила, что теряется через ограждающие конструкции, да? Большое количество тепловой энергии теряется через ограждающие конструкции. И часть тепловой энергии теряется через вентиляционные отверстия. Вентиляционные отверстия у нас установлены в самых теплых комнатах. Каких? Это кухня, это ванна, это туалеты. Да? Оттуда теряется, вот, например, на улице минус 25, в комнате плюс 25, и вот эта температура, воздух с разницей 50 градусов, да, выбрасывается на улицу. Вот, чтобы не допустить вот эту потерю тепловой энергии, в развитых странах используют рекуперацию этого воздуха. То есть там с специальными оборудованиями забирает от этого воздуха тепловую энергию и его обратно пускают через вот этот свежепоступающий воздух. Ну, эти технологии у нас используются в основном в бизнес-центрах, общественных зданиях, да, но в жилых зданиях еще это как бы не практикуется. Ну, еще солнечные системы есть, и электростанции, да, горячее водоснабжение через солнечные энергии. Но эти энергии тоже, эти технологии у нас пока не очень развиты, но в южных регионах они используются очень хорошо, и в основном это используется в частных строениях, либо это какие-то административные здания, либо это частные дома, коттеджи, да, то есть люди уже, вот особенно те, кто живут в частных домах, и кто владеет вот административными зданиями, собственники вот зданий, вот они знают цену всем этим зеленым технологиям. А вот те, кто живут, например, в многоквартирных жилых домах, особо не задумываются, потому что они знают, что завтра вот зима наступит, тепло будет в зданиях, да? И ну,
ну и цена позволительная, поэтому не задумываются. А так зеленых технологий в мире очень много, их возможно применить, да, их есть возможность применить. А в Казахстане нам хотя бы стремиться повсеместно строить здания энергоэффективностью с повышенным классом, да, классом Б, классом А. Вот, например, строится здания класса комфортности 1-2. Да? То есть это в народе называем бизнес-классами эти здания, комфорт плюс классами называют. Да? Эти здания обязательно должны быть энергоэффективными, потому что там люди покупают эти здания, да, как бы они дорого не были, покупают, но при этом они должны получить там еще и здоровую атмосферу, да, и благоприятные условия для проживания, для жизнедеятельности людей. Поэтому вот эти технологии должны использоваться. Вот у меня еще есть вопрос насчет финансов. Насколько сильно зеленое строительство увеличивает расходы тех же строительных компаний, инвесторов? И дороже ли это, чем обычные? В принципе, это удорожает сметную стоимость строительства, зеленые технологии или даже просто повышенная тепловая изоляция. Да? Почему? Потому что используется уже побольше материалов, да? Стоимость материала, строительного материала у нас сейчас день за днем растут тоже. Поэтому повышение, конечно, есть. Но у нас был эксперимент, мы в 2014-2013 года вот, в проекте ПРООН, ГЕФ, там назывался проект «Энергоэффективное строительство и проектирование жилых зданий в Казахстане». В рамках этого проекта реализовался пилотный проект. То есть партнером этого проекта было правительство, и пилотным городом был Караганда. И в Караганде построено было 2 здания одинаковых. Заказчиком является акимат и основным, получается, собственником этих зданий. А ПРООН там участвовал как софинансирование именно в одном из этих 2 зданий софинансировал именно вот эти энергоэффективные технологии. То есть повышенная теплоизоляция была, там были установлены окна, которые отвечают классам энергоэффективности выше, да, то есть с повышенной тепловой защитой. Окна были установлены, система рекуперации вентиляционного воздуха был установлен вот эта умная технология системы отопления. И все это в итоге, когда посчитали, удорожание получилось примерно на 10% от всей стоимости строительства. То есть стоимость строительства повысилась на 10%, но когда мы через год эксплуатации мониторили энергопотребление, это здание дало нам результат от 35% экономии энергопотребления. То есть получается экономия энергопотребления достичь до 35 или 40% это возможно. И вот это вот, я думаю, максимум 10%, потому что если по проекту уже там тепловая защита 15 сантиметров должно быть, и застройщик добавил еще 3 сантиметра, я думаю, это на немного только удорожает стоимость проекта, но повысится комфорт зданий. То есть нужно будет потреблять совсем немного энергии. Вот так. Получается, это выгодно не только нам, гражданам, жителям, людям, но и климату, да? Это тоже климату, конечно, потому что от этого и выбросы же идут, потому что мы, если даже не прямую там сжигаем в этом доме, да, топливо, но есть же такие дома, где автономное отопление. Они же сжигают газ, либо дизель, да, или в частных строениях уголь, и в ТЭЦах уголь сжигается, и часть этой тепловой энергии отправляется в дома же. У нас в Казахстане где-то около 40% тепловой энергии потребляет дома. Поэтому сюда надо обращать внимание. И во всех зданиях усиленная тепловая защита должна быть. То есть по климату надо одеваться. Наших домов надо одеть в теплую одежду. Эта теплая одежда не только зимой нас защищает от холода, и он летом защищает же от поступления жары. Понимаете? Он работает и летом, и зимой. Поэтому вот даже в жарких странах старается теплоизоляция, сделать максимальную теплоизоляцию, потому что
поступления тепловой энергии, а для охлаждения требуется большое количество электроэнергии. Все, на этом мои вопросы закончены. Спасибо вам большое, Романа Романовна, за ваше время уделенное. Это было очень полезно. И единственное, что я хочу сказать, давайте пропагандировать зеленые технологии. Все, спасибо большое. Спасибо. До свидания.